Всем доброго утра. Восемь часов ровно. 16 апреля, пятница. Начинается шестой день. Сегодня провел ночь в палатке. Так, сейчас у нас 11,7 в палатке и 4,5 градуса на улице. Минус или плюс? Плюс, уже плюс. Потеплело. Ночью минус 7 было. Солнышко вышло, потеплело. Чайковского хапануть, что ли? Чем удобно в палатке, это все в шаговой доступности. Здесь одно, здесь другое, третье. Еще горячий. И опять же тишина. Просто ветер стих под утро уже. И ударили морозы. Это северяк нагнал морозы. Вот если бы он сделал это раньше, дня 3-4 назад, то, возможно, бы мы еще на продольнике порыбачили на Печоре. А сейчас-то что? Сейчас уже все открыто. Вот сейчас бы как бы не надо было. Сейчас быстрее бы река ушла, и можно было бы на лодке выехать. А вот сейчас вот пришли морозы. Так ощущение, что все делается назло. Чтобы создать лишних проблем человеку. Двухслойно. Так что так, друзья. Начинается шестой день. Я даже не знаю, что сегодня делать. Ехать, не ехать на рыбалку. Идти, то есть не идти. Ехать уже докатались все на этот год. Мне просто жалко гусеницы, жалко склиза. Снега нет. Снег весь растаял. Тут есть одно озеро, где-то полчаса ходьбы, наверное. В принципе, сейчас по нас тут можно было с утра сбегать. Но опять же, электростанцию не оставишь без присмотра. Так что сейчас, друзья, встаем, завтракаем. Завожу электростанцию. И пока заряжается, я, пожалуй, смонтирую один ролик хотя бы. И попробую поставить на загрузку. Раздачу интернета там, здесь кое-какой интернет есть. Ловит от деревни. Будем работать. А то действительно, я-то на выезде, а канал стоит, ролики не загружаются. Что-то надо делать. В общем, встаю. Надо заниматься. Сейчас, пожалуй, я растоплю печку. Подогрею на печке, не буду плиту заводить. Опять жарко будет. Сейчас комфортная температура 12,2. Не холодно, не жарко. Сквозняка нет, солнышко греет потихоньку. На улице холодно. На улице 4,7. Очень удобно, кстати, электронный градусник. Все, приступаем к завтраку. Время 12 часов. В общем, друзья,
Сел я монтировать. Как я вам уже говорил, для меня монтаж фильмов и ноутбук это как сонная таблетка. Монтирую, засыпаю, монтирую, засыпаю. Я понимаю, что это будут не фильмы, все равно надо будет проверять, где ты что-то пропустил, где ты что-то не вставил, где ты что-то не убрал. Так и есть. Засыпал, думаю, ладно, посплю. Поспал, просыпаюсь, проверяю, кучу ошибок нашел, опять давай исправлять, опять закимарил, в общем, плюнул, выключил ноутбук и спать. Стала температура комфортная, солнышко встало когда повыше. В общем, температура 21,2 градуса. Нормальная комнатная температура в палатке. И всего 7 градусов на улице. Это при солнечная погода и всего 7 градусов. И знаете, мне пришла такая мысль в голову. Вот лежу я в палатке, уже проснулся, минут, наверное, 15-20 лежал и рассуждал. И, в общем, встретил мужика. Ходил он на то озеро, про что я вам говорил, куда я хотел идти. Буквально через пару часов вернулся. Говорит, лед там гнилой, все уже. И ничего не клюет, тем более, естественно, я туда не пошел. И что я буду здесь торчать? Что я буду здесь делать без света, без хлеба? Да и по дому уже соскучился. В общем, на свой страх и риск оставляю я свое имущество, это все. Возьму только с собой ноутбук, оружие, документы и все. Остальное наши деревенские точно не тронут. А приезжих здесь, в принципе, не бывает. Очень редко. Но если только на рыбалку приедут на озеро. Но так как озеро уже практически растаяло весь лед, то чужих здесь, в принципе, не бывает. А свои, надеюсь, ничего не тронут. Палатку я собирать не буду. Смысл собирать, где-то оставлять ее. Пусть она будет в собранном виде. Все свои вещи, электростанцию, все такое оставляю здесь в палатке до лучших времен, до открытия охоты. Сюда мы обязательно вернемся с ребятами. Серега, Саня, мы приедем сюда уже на охоту. И где-то дней 10 мы здесь, вот пока охота открыта, будем жить в этой палатке. Ну как жить? Печка уже тогда будет не нужна, скорее всего. Печку я эту убираю, и так тепло уже будет. Постелить теплый пол. Земля уже подсохнет к тому времени. И буквально в спальниках. Ну, в общем, все это увидим, это будет в будущем. Еду домой. Очень много снятого материала, очень много надо работать. Умыться, помыться уже, побриться. Соскучился по семье уже. Так что все, оставляю я этот чудесный мир, оставляю эти красивые места до лучших времен, до открытия охоты. Идем домой. Что я здесь буду торчать? Потом еще на охоте, это что потом безвылазно? Меня потом дома забудут, как я выгляжу. В общем, все. Сезон рыбалки, зимней рыбалки закрыт. Закрыли мы его вчера, закрыли достойно, 59 окуней на прекрасном болотном раскаленном озере. Половили бы рыбу неплохо, так что надо и рыбу чистить, тем более надо ведро рыбы поймано, надо отвезти. Так что, друзья, хорошего помаленьку. Надоело мне куковать здесь одному. Соскучился по семье, жене, детям. Еду домой. Все, друзья, спасибо за внимание. 6 дней мы провели на природе. Но этого пока достаточно. Впереди веснушка, впереди охота на уток. Там, возможно, мы еще дольше, дней 10 проживем. Так что не прощаемся. Скоро увидимся.
До встречи на канале Коми Рыбак. Че, Серега, уже вода прибыла, что ли, после того, как мы сделали? Ну, да. Сантиметров 15, да, где-то прибыло? Давай я здесь буду стоять, чтобы она не отошла никуда. В общем, друзья, я не знаю, что у нас получится, но вы видели, как топят буксы, нет? Сейчас увидите. Переезд на большую землю. Глубина метра 3 где-то глубины здесь ручей. Если сделает буль, будет плохо. Вон буксировщик. Вот. Умнее ничего не придумали, как сделать такое сооружение. Сейчас будем пробовать. Не знаю, что у нас получится. Главное, Назад пути нет. Все-таки ребята приехали, вот помогли построить мостик. Сейчас попробуем что-то как-то, не знаю, волнение сильное, конечно, но надо что-то пробовать. Главное не очковать, да. Че, Санек, на, снимай. Все снимает уже. Сейчас попробуем. на ходу не едь, ты потихонечку накатами делай. Я буду говорить тебе, разъезжаются эти, буду, видно же будет. Я просто хотел поддержать, как бы, сзади. Отчаянные люди. Как Геныч назвал так кролик этот. Отчаянные люди. Не знаю, как переедем эту реку, но надеемся на лучшее. ОЗ. Слышь, Геныч, ты, наверное, сядь, нет? Геныч, сядь, наверное. Знаешь, как сделаем? Ты сядь. Серега, ты веревку чуть растяни и уйди в сторону. Он на скорости потом раз. Если будет букс уже на самих бревнах, на скорости туда выйдешь. Ты уйди оттуда. Серег, ты уйди оттуда. Блять, он если на скорости поедет. Уйди в сторону, говорю. А? Не будешь? Надо? Не-не-не, надо. Ты когда уже букс тут у тебя будет, ты лучше на скорости там выходи. Видишь, а так он у тебя, если булькнется, то все, а так хоть на скорости выедешь. Ты иди, со стороны снимай. Так я тебе говорю, сейчас бы на скорости ты бы проехал. Опа-на! Серег, корыто, во-во-во! Сейчас бы ты на скорости вылетел. А так, блин, опасность. Аккуратно.
Давай! Вот и все. Мы переехали. О! Мы это сделали! Давай веревку там отвязывай. Корыто, чтоб таким же образом или что? Корыто также, да, по бревнам. Веревку отцепимся, да. Глаза боятся, руки делают. Так что, друзья, скоро, да, домой я все-таки попаду, наверное. Осталось только корыто не утопить еще. И Не, корыто нормально будет. если буксировщик не утопили. Вот это суша, а вчера еще была, ну, суша. А сегодня уже вон вода прибыла сколько. Вон, покажи бревнышко. Прошлый год я здесь переходил с Калиной, когда ходили рыбачить. Бревна плавали. Глубина здесь по трусы. Тут метра 2, а по центру там метров 6-8. Река глубокая. Это река, друзья, это не лужа. А посмотрим, туда как, почему. Кто так далеко отошел, хоть бы поближе подошел. Спасать-то кто будет? Вон. О, дошел до дна. Пока дошел. Это что у нас? Просто палки, да? Если я сюда упаду, я уже отсюда не вылезу. Если что, я тебя добью. Чтоб не мучился. Но. По ниточке. Ходить я не умею, мама. Плаваю. Так, они это, это сильно. А, И там яма. ну все, давай, возвращайся, иначе не перейдем. А? Они плавают, мы не перейдем. О, видишь, они там нету, они не на твердом, видишь? Да-да-да. Их ложили еще, видимо, на снег когда. И все. Как задний ход давать? Так ты возле этой палки-то развернись, за которой держишься. Сперва. Сзади там есть, Ничего нету сзади. да? Ушел. Мама. Далеко еще. Блин, нашли кого отправить, а? Нет, с этой голова кружится, блин. Дурак, блин. Вот не сидится мне дома спокойно, а? Ой, мама. Как приключения Шурика-то все бьют. Мама. Мама. Не, что-то мне не хочется. Бревнышки плавают. Просто мне не хочется. Из-за... Ой-ой-ой, мама. Что-то они, походу, вода на глазах прибывает, да? Да нет. Что нет? Я тогда здесь, бродняк, сейчас уже здесь не пройду. Мама. Ну, вроде пока живой. Бревна плавали тогда, и снегу было километр, а сейчас снега нету. Если что, хоть тебя вытащим, не тонешь. Если... Успокоил, блин.
Мама. Мама. Бля, как я здесь переезжал-то? Нет, Так ты- за бук сдержался. Да, ты же за бух сдержался, а этот... И там обойди, Геныч. А нахрена я там обойду? Вон Санька Зилка веревку, да? Здесь встречу его. Блин, бродня еще дырявая. Лишь бы камеру не уронить. Камеру, да. Че, оба сразу два? Блять, тапок дороги, да, момент. Снимает? Подожди. Поехали, корыто. Все четко. Букс там. Оба корыта там. Оля, сейчас веревку, главное, чтобы не лопнул. А та уже на суше, что, нормально. Блин, полная бродня. Чего-чего? Вынет на шамбродничись. Давай так возьму. Бродня дырявая. Проткнутая, видать. Блин, как буксировщик это тащит, да? Ну как-то вот так. Хочешь кататься? Умей саночки возить. Вот такая под- переправа. Вот по такому гнилому мосту переехали и букс, и корыто, и все на свете. Через день-два вот эта вода уже будет вот так вот. Но это нам уже не грозит. Нам теперь надо быстренько, До деревни. пока не залило тот ручей, второй еще. Мы это сделали, друзья. Ура, ура, ура. Мы это сделали. Последний разок. Все, до свидания. Малая земля. Поехали на большую. К теплым лункам. Конец зимнему сезону. Все, друзья, осталось еще немного. Еще чуть-чуть. Все. Помашите руками малой земле, мы еще вернемся. На лодку уже. Мы только на лодку. Ну, с Богом.